Всем привет, с вами Том Сквер, и это третий выпуск подкаста Basement Talk. Сегодня у нас в гостях Екатерина Ольховецкая, юрист детского омбудсмена и преподаватель по искусственному интеллекту. Привет, Салима, привет, Алан, всем Расскажи здравствуйте. нам, пожалуйста, о себе. Чем ты занимаешься? Всем привет! Рада всех приветствовать, зрителей, вас всех. Меня зовут Екатерина, я по образованию юрист, уже 4 года работаю в аппарате детского омбудсмена, являюсь также замдиректора автономной некоммерческой организации «Сердце Абхазии» с марта этого года. Я, получается, и в рамках этой организации я преподаю курсы по искусственному интеллекту. Вот как раз Салима является уже выпускницей этого курса. Буквально в понедельник ей вручим сертификат о том, что она успешно прошла этот курс. Надеюсь, он тебе... Да, действительно, это заслуживает аплодисментов. Да, надеюсь, тебе понравилось это направление курса. И что хочу еще сказать, что касается вот моей как профессии, я не сразу так не пришла. Я имею в виду, что когда я была подростком, когда в школе училась, я включала в себя столько всяких разных направлений, хобби и так далее. Я просто то хотела быть автором, то каким-то программистом, то актрисой. И, в общем, в конечном итоге, когда в 11 классе я очутилась, поняла, что хочу быть все-таки правозащитником, и поступила на юридический, и ни разу об этом не жалела. Как-то так вот, да. Так, кстати, вот вопрос, давай говори. Офф-топ. Ну, вот как раз-таки вот насчет меня заинтересовало вот курсы по искусственному интеллекту, как бы что они себя представляют. Ну, просто и такая очень такая спорная тема в последние месяцы. Годы даже, да. Можно сказать, да. Ну да. А что представляет? Это практический курс по искусственному интеллекту. Получается, он состоит из 3 блоков. Мы сначала изучаем текстовые нейросети, как правильно писать промпты, промпт-инженерия, триггеры с нейросетями. Потом мы переходим к тому, что вообще креатив, да, с нейросетями, от изображений кончая аватарами. И 3 блок – это тот, который дает нам возможность использования нейросетей для анализа крупных данных, информации, подготовки презентаций, отчетов, таблицы. У нас сейчас, кстати, вот открыт уже 2 поток, запись, так что вот если кому-то, возможно, из зрителей будет интересно, рада всегда буду выслушать, обсудить все детали, обращайтесь, я всегда к этому открыта. Как-то так. Ну, я думаю, что вот Салима тоже уже как ученица, выпускница может также в первую очередь, это такой помощник в работе, в любой деятельности, я бы так сказала. Да. Вот. Так что как-то вот так. Но если говорить рассуждать вообще о нейросетях, то это уже немножко другая тема. Смотря в каком еще ключе это Да, очень важен контекст, конечно. Ну, понятное дело. А что такое промпт? Промпт – это такое сообщение, которое ты пишешь нейросети. То есть, допустим, «Привет, как дела?» в общении с нейросетью – это и есть вот этот промпт. Задача, сообщение, вопрос – вот это все. То есть, это получается, как бы, то есть, одна из фишек – это как правильно написать, чтобы получить то, что ты хочешь. Да, то есть, когда мы общаемся с человеком, это диалог. Когда общаешься с нейросетью, это промпт. Как-то вот так. Ну вот как раз вопрос по теме. Я написала песню, и кто-то скормил искусственному интеллекту мое видео, где я, допустим, показывала отрывок своей песни. И кому принадлежат права вообще на трек, если он сгенерирован в нейросети по текстовому промпту, и вообще вот ожидаются ли какие-то законы в этой области, ну то есть, которые полностью запретят искусственному интеллекту обучаться по работам музыкантов? Допустим, официально еще не изданные песни какие-то, но даже если они уже и изданы, каким-то образом это все делают.
Достаточно массивный такой вопрос. Наверное, я с конца начну. Так, запретят ли нейросети обучаться по изданным либо неизданным композициям? Я думаю, что точно нет, точно не запретят, потому что админы нейросетей, они должны как-то что-то вскармливать нейросети, пусть это будет даже песни народные, неизданные, изданные. Нейросети они должны развивать, они в этом заинтересованы, так что я уверена, что вот этот момент точно не прекратится и никем он не будет запрещен. Относительно законов, которые бы регулировали данное направление, я скажу, что сейчас вообще этого в мире не существует, да, чтобы сейчас только законы относительно искусственного интеллекта, защиты прав человека в общении с искусственным интеллектом, они только-только начинают создаваться, только вот буквально год или даже меньшее время в Европе была принята хартия об искусственном интеллекте по защите, значит, человека в суде при взаимодействии с искусственным интеллектом, потому что, допустим, стороны защита либо обвинения могут что-то написать, сгенерированное с искусственным интеллектом, и вот только вот сейчас человек в рамках судебных слушаний начинает получать защиту в рамках вот этого противодействия искусственному интеллекту. Что касается креатива, это, нужно подождать, потому что сейчас нет ни законов, ни законопроектов, которые бы в мире регулировали и защищали бы человека, автора, при взаимодействии его с искусственным интеллектом. Вот. И теперь первый блок твоего вопроса, что как защитить, значит, кому принадлежат авторские права. В такой ситуации они, по логике, если, допустим, человек, он написал текстовой промпт, ему эта песня понравилась, и потом он эту песню от своего имени загрузил на стриминговую площадку, то получается, что авторское право принадлежит ему, потому что это его не его стриминговая площадка, а ЛК, личный кабинет, или как у вас это называется, подправьте, принадлежит ему, и получается песня, она сгенерирована, но она все равно принадлежит ему. А вообще, по факту, то здесь, в принципе, нейросеть не может как-то претендовать на авторские права. Авторские права может претендовать только человек. То есть тот, который придумывает, тот, кто пишет, тот, кто потом это собственностью считает и публикует, использует в коммерческих или не в коммерческих целях. Сорян, в прошлый раз просто я поймала комар. Опять история повторяется. А можно тогда такой вопрос? Вот, допустим, просто вот интересно. Вот, допустим, Салима там, получается, или кто-то из нас, неважно. Вот так получилось, есть вот кусочек видео. Вот человек, допустим, Салима сейчас, как у нее, там, с авторским, то есть песня вот реально еще не зашла. А вот человек просто взял этот текст, грубо говоря, который еще не защищен авторскими правами, запихнул в нейросеть. Вот это интересно. То есть личный кабинет, бла-бла-бла. И получается, что пойди докажи, что это Салимин текст там, или Салимина музыка. И куда обращаться в Абхазии? Да, вот как с этим? Здесь получается, даже вы сказали, что он не защищен авторским правом. На самом деле это не совсем так. Любая идея у нас есть закон об авторских и смежных правах, и там прописано о том, что нет такого вот принципа обязательной регистрации твоей интеллектуальной собственности. То есть, если Салима или кто-то вот из вас сделал, у вас есть идея, вы это написали, если у вас кто-то, другой человек вот так вот копирует текст, крадет, то вам уже надо непосредственно с этим человеком разбираться, потому что он украл ваше авторское право. Да, он загрузил его в нейросеть, это уже его субъективные действия, получается, но в отношении Салимы или кого-то другого он, получается, украл. То есть он взял, открыл там блокнот, допустим, или какую-то учетную запись, он скопировал текст неизданной песни, допустим, он втерся вам в доверие. Это все называется кража авторского права. То есть не имеет значения, это изданный материал или не изданный. Это принадлежит человеку, Салиме, допустим, и это является законом авторское право Салимы. Да. Просто вот вопрос назрел. Допустим, сейчас возможности искусственного интеллекта настолько высокие,
какие я могу предоставить доказательства. Например, вот, не знаю, там, скриншоты, да, Да. чтобы показать, что вот этот файл создан в таком-то там Да, году. да. Но ведь этот человек тоже может сгенерить какую-то картинку с цифрой, датой, и сказать, вот, это я создал. Получается, что да, не имеет значения, это вы в правоотношениях с авторской собственностью, интеллектуальной собственностью, вообще везде. Сейчас переписки в мессенджерах, я не знаю, даже отметки в сторис, вы можете все эти скриншоты собирать, распечатывать, идти к нотариусу и их заверять. И если вы это осуществите, то это будет судебное доказательство в вашу пользу, что вы нотариально заверенные все вот эти вот скриншоты вы можете использовать в суде для доказывания того, что вот да, действительно, допустим, в 23-м году вот ты написала текст этой песни, а потом в 25-м году каким-то образом она от другого человека вышла. То есть это действительно доказательство. Плюс ты сказала, что тот же человек может как использовать оружие и сгенерировать скриншот. А на самом деле, вот отвечая на этот вопрос, есть такие инструменты, которые определяют не только сгенерированную музыку, но и сгенерированные изображения. Да. Даже сейчас в Инстаграме новые правила появились, что даже не имеет значения, ты поставил плашку данные или нет, он автоматически это делает. То есть алгоритмы считывают твой материал, понимают, что это ИИ. Можно тогда вопрос, а вот в судебной практике такое уже что-то было в Абхазии? Потому что я, насколько знаю, вот даже вы сказали насчет там заверения там переписки там или скриншоты, как это наши нотариусы разве делают? То есть это же... Заверение скриншотов, переписок, поверьте мне, это точно есть. Вот даже я по практике аппарата уполномоченного, там, конечно, нет споров об авторском праве, там гражданско-семейные споры, Да. и я скажу вам, насколько это используется, что вот эти переписки, заверение их у нотариуса, и потом это использование в суде, переписки в гражданско-семейных спорах очень действующие инструменты. Я по практике скажу, что это действительно работает, и это есть. Вот. И начало вашего вопроса, есть ли такая практика в судах? Нет, в Абхазии, мне, насколько известно, возможно, зрители или кто-то подправьте в комментариях или как-то напишите. Мне, насколько известно, что сейчас нет у нас судебной практики именно с искусственным интеллектом как-то связаны с правоотношениями. Но в Российской Федерации точно есть, потому что там даже вышло вот буквально 1,5 или 2 месяца назад постановление Верховного суда Российской Федерации о том, что он запрещает или не запрещает, а ставит четкие требования сторонам о том, если они, допустим, в своих документах используют в текстовых как материалах искусственный интеллект, они обязаны об этом упоминать в своих документах. То есть это вот уже начало, да, если есть такое постановление, значит, это было вызвано триггером ситуации какой-то, чтобы людей защитить. Так что вот да, в Российской Федерации есть, на Западе, да, конечно, тоже есть. В Абхазии я не встречала, не могу сказать. Но насчет нотариального заверения переписок в мессенджерах, это действительно действует у нас в Абхазии уже. Давно ли? Я скажу, что лет 3-5 точно, да. Прям классно. Это действительно, да. У нас век такой. Некоторые люди настолько антисоциальные, что они разговаривают только в мессенджерах. Так что это стало необходимостью. Спасибо. Так, вот такая ситуация. Вот у нас есть AC/DC Back in Black. И точно не знаю, но в интернете появилось, такое глупое видео кота, катающегося на сноуборде, сгенерированное. По-моему, я что-то видела. Да. Подсгенерированный трек, который практически полностью копирует Back in Black. Только он звучит хуже, и он быстрее. И там текст другой. Получается, в какой момент это является кражей интеллектуальной собственности? Если является вообще.
Ну, получается, что это просто как виральный контент, который залетел, который алгоритмы посчитали, что он как бы интересен, да? Если я правильно сейчас понимаю, об одном ли мы видео говорим. А тот человек, ну, это как вот с этим Кенни Уэстом, который «Седую ночь» пел. То же самое, как бы. Кенни Уэст, вот, получается, украл ли авторские права у Шатунова, у Юры Шатунова или нет? Конечно, там получается какая история? Это получается блогер, он просто с помощью нейросети Суна сгенерировал под голос Кенни Уэста и поставил. Но вот вопрос к этому блогеру: украл ли он у Юры Шатунова вот эту вот авторские права на эту песню? То же самое с AC/DC. Как бы вот вопрос. Нет, мой вопрос чуть другой был. Если вот, допустим, сгенерированный трек очень сильно похож на существующий, и человек его куда-то выкладывает, как бы под собственным именем. Вот тот сам автор может ли подать в суд на него? Я думаю, что да, потому что получается, что он использует его материал в коммерческих целях без его разрешения. А это уже полное нарушение по законодательству Абхазии, России, я думаю, вообще в мире. Потому что когда идет коммерческая жила, это уже такой восклицательный знак, чтобы насторожиться. Потому что, да. Еще такой интересный момент. То есть, в какой момент именно вот в такой ситуации происходит как бы преступление? В момент генерации вот такого похожего трека? Или в момент... Выкладывание. Потому что генерировать ты можешь для себя. Лично, допустим, ты фан AC/DC, ты просто хочешь что-то проэкспериментировать, ты для себя. Даже друзьям можешь не показывать, чисто для себя. Если ты вылил если ты выложил, это уже совсем другое. Если ты зарабатываешь, то это уже коммерческое. Это нет. Ну, а если без монетизации, как обычно все делают? Сделал, выложил, и оно... сделал, выложил, это очень... Получается, здесь уже надо смотреть охваты. Если, допустим, люди думают, что это оригинал, а не тот, который пел AC/DC, то здесь уже очень надо момент насторожиться и этим большим командам, лейблам, продюсерам какую-то заявку кинуть этому человеку. Да. Ну, это уже как бы вопрос как бы к реакции правообладателя. Да. То есть, если он такой добрый, открытый человек, он такой скажет: ну да ладно, хорошо. А если нет, то он прям может на несколько миллионов долларов целую компенсацию написать. Вот еще такой вопрос возник касаемо авторских прав. Если музыкант делает просто обычный кавер на чью-то песню, и вот два варианта. Либо когда с музыкантами, живая музыка, кавер, то есть полностью с нуля, не под минусовку спеты. Считается ли это нарушением прав, если просто на своем канале эти музыканты поделятся своим кавером? И в том случае другой вариант, если исполнят песню оригинальную просто под минусовку спетую, допустим. Вот я вот делала кусочки видео, и автоматически алгоритм блокировал дольше 60 секунд, если идет видео. Как эти рилсы больше 60. Да, определяет же вот эту оригинальную аудиодорожку и блокирует. А короткие видео считается типа норм, если. Так, с кавером здесь надо смотреть, очень такая скользкая тема, объясню почему. Допустим, если вы приглашаете в студию каких-то музыкантов, вы с ними договариваетесь, и получается... прям официальная хорошая работа. Официальная хорошая работа должна сопровождаться соглашением, не на словах, а письменным соглашением. Это то же самое касается и сессионных музыкантов, и кавер-музыкантов. То есть это очень такой на самом деле серьезный момент, потому что иногда кавер-версия может залететь больше, чем оригинал. Сколько случаев таких было. Поэтому очень важно, чтобы права оставались за автором.
То есть вы не передавали всю вот эту вот исключительные права, авторские права на кавер, который делает этому музыканту. Чтобы этого не было, вы, смотрите, вы можете просто сесть, поговорить, тот человек скажет хорошо, потом этот трек принесет ему удачу, и он залетит, и он скажет, а вообще-то это моя песня. И вот чтобы вот этого вот не было, очень важно, чтобы была бумага, было соглашение, чтобы потом была возможность доказать, что нет, вообще-то это моя песня, я просто дала тебе возможность кавер сыграть, вот здесь твоя подпись, если хочешь, мы пойдем в суд, и мы выиграем, потому что ты вот здесь подписал. Так что действительно сессионные музыканты, кавер-версии, нужно подходить очень аккуратно, надо подходить с документами, с договорами, потому что по-другому нет. Да, есть, конечно, понятие устных сделок, но устные сделки потом. Люди разные, люди могут быть злые, и устные сделки потом могут вообще доказательств у вас не будет, что действительно этот человек это сказал. Да, вы можете, допустим, пойти хитро, допустим, вы делаете устную сделку, вы можете включить диктофон, но это как-то нет. Так что лучше, лучше действительно подписи сторон, права, обязанности, и перед реквизитами, как правило, в договоре всегда пишется плашка, что исключительные права. И вот эти вот исключительные права нужно и прописывать, они переходят к кавер-музыканту, они остаются за вами. Ну, как это сделать удаленно? Если, допустим, вот какая-то суперизвестная песня, там обычно не один автор, а целая команда. Соавторство, еще найти того, кому это конкретно принадлежат. Ну, это все лейблом так или иначе. Лейблом, вот в основном сейчас какой у нас гигант, вот Sony Music в России. Так что исполнитель даже не имеет никаких исключительных особо прав, получается? Нет, исполнитель имеет, его команда имеет, то есть эти все права, они делятся аккуратно посредством соавторства. Да, лейбл что? Он, получается, выкупает, но потом, допустим, вот я или ты, я на себе скажу, что вот я хочу уйти, порвать все контракты, я хочу уйти из группы, допустим. Мне нужно, помимо того, что я это сообщаю своему, допустим, продюсеру, мне надо еще сообщить это и музыкальному лейблу в том числе, потому что он, получается, выкупает эти мои песни. Я, допустим, ему должна заплатить, я не знаю, там 1 000 000 рублей, чтобы выкупить эти свои песни и пойти в свободное плавание, освободиться от этого всего. То есть здесь уже вопрос денег, вопрос соглашений, контрактов и, в общем, очень действительно юридически тонкая вот эта вещь с авторскими правами. А у нас было что-нибудь по авторским правам? Вот именно, говоря. Там я сейчас не про переписки, там, а вот именно насчет авторских прав. Возможно, я была не осведомлена, не знаю, но вот что вот на просторах абхазского сегмента интернета, что вот был такой вот скандал публичный, что вот кто-то прям нарушил авторские права, я этого не обнаруживала. Не знаю, можете подправить, можем обсудить, я не знаю, но вот так, чтобы публично нет, не видела. Вот мне наткнулось на одно видео, хотела обсудить. Сейчас посмотрим. Шел все летние чарты, и мы с вами, господа, главные иеголики мира. Уже 40 треков из числа самых популярных – это продукт нейросети. Танцует под Шаде мы с вами обсудили в прошлый раз, а вот другая песня того же исполнителя. Вообще не похожа на Шаде. Абсолютно другая музыка, не будет же классный артист писать 2 песни под один и тот же ИИ минус. Будет. Нет, Игорь крутой, повторяет успех «Седой ночи» от Канье Уэста, тоже стадионный и кавер старого хита. Ой, это ужасно. Игорь. Круто получилось. И какие чарты в 26 году без шансон. И что пишут люди? Так, 40 треков в музыкальных чартах по команде. По разным оценкам, ежемесячно на отечественных платформах загружается более 100 тысяч треков. Всего их сейчас как минимум 3,5 миллиона. Большие артисты стали активно осваивать вайб
Правденько. От маркировки и контента площадки всячески отнекиваются, а нужна ли она вообще? Раз люди слушают, может, и так хорошо, пускай музыку генерируют. Нет, это нехорошо. Здесь я считаю пробел в законодательстве, что нужно, как вот, допустим, на таком примитивном уровне, да, Инстаграм у нас автоматически делает эту плашку данные, и мне кажется, что ту же самую плашку, а именно четкие критерии должны выстраивать стриминговые площадки и не допускать публикации сгенерированных композиций, потому что, мне кажется, это чисто несправедливо к труду, который делает реальный человек, реальная команда. Так что я думаю, что здесь пробел в законодательстве. Вообще правоотношения человека и нейросети пока очень мало и плохо урегулированы, и поэтому я считаю, что здесь в скором времени мы столкнемся с тем, что... Так, лучше со светом. Да, и мы столкнемся с тем, что, возможно, у нас будет все-таки закон в Российской Федерации, который бы защищал реальных людей от подобных вот правоотношений. Кстати говоря, когда видео нейросети очень сильно прокачались, и актеры начали бунтовать, что, в принципе, любая нейросеть способна сделать аватара, это будет актер. Начал бунтовать Голливуд, британские звезды, что это несправедливо по отношению к ним. То же самое несправедливо по отношению к реальным музыкантам. Я считаю, здесь нужно не только в Российской Федерации, но вообще в мире создавать четкие вот эти регулирования правоотношений с нейросетями и человеком. Ну, кстати, вот насчет яичной музыки, я думаю, вот настолько беспокоиться музыкантам не стоит, потому что в том же Дизере, хоть уже и почти 30% всей загруженной в него музыки яичная, она отвечает всего лишь за 0,5% всех прослушиваний. Да. То есть, в основном это ширпотреб, который никто слушать не будет и вряд ли когда-то кто-нибудь в жизни услышит. Я вот, насколько знаю, Spotify, он как-то тоже автоматически алгоритмы у него удаляют вот эти вот незарегистрированные лейблом музыку. То есть работает. Почему-то в России это прям такое в России, но я думаю, что какое-то право регулирования этого, потому что невозможно. Ну да. Это идет злоупотребление правом. Прямое, я так считаю. Это любой яичный музыкант, назовем их так, это самая обычная ферма контента. Да. Учитывая то, что ИИ не способен сделать какую-то реально интересную музыку, точнее, по крайней мере, это очень сложно сделать. Будет на слуху какой-то трек 2 недели, про него все и так забудут. Как с этим Канье Уэстом. Сейчас с Игорем Крутым, например, да. Да. Но вот, кстати говоря, вот очень интересно, вот вы сказали, что 2 недели потом забудут. Вот Битлы в 23 году обнаружили реальную заметку Леннона, которую, значит, в 70-м году он ее написал, он ее скрывал, почему не знаю. И, в общем, сейчас они обнародовали вот эту записку, это была песня. И они, получается, его голос плюс инструментал полностью сгенерировали с искусственным интеллектом, сгенерировали полностью видеоклип с искусственным интеллектом, где они молодые, где все живые, все окей. Да, и получается, что вот эта полностью сгенерированная искусственным интеллектом песня Битлов, она взяла номинацию на Грэмми «Лучшее рок-исполнение». И я думаю, что эту песню точно никто не забудет. На самом деле, когда она вышла, весь мир начал кричать об этом, потому что это было вау. Смотрите, это же все-таки она сгенерирована. Авторитетная группа, может, или из-за этого. Это все-таки сгенерировано по готовому записанному материалу. Да, то есть авторское право за ним закреплено. Оно просто не было записано. Да. А в основном, сгенерированная музыка это просто сгенерированная музыка. То есть там у автора есть идея, он написал промпт. Написал промпт, может быть, отредактировал где-нибудь в Рипере и выложил. Но и, скажем так, сейчас сказать,
он не способен сделать что-то уникальное, ну, потому что это его природа. Да. Как бы я что-то вот, ну, недавно наткнулся на видео. То есть, как вот самый простой способ понять, что трек сгенерирован ИИ, там нет какого-либо неамериканского инструмента. Ну, я тут поспорил, потому что я думаю, если ей задать, загрузить какой-то инструментал балалайки или вот этих деревянных ложек. Не, ну это все, не, условно говоря, там Суно вроде, не Суно, да. Он не может сгенерировать звук этого азиатского инструмента, анху вроде называется. Там он, ну, с одной стороны, не знает. Да, то есть, если это звучит вот, как популярная попса, точнее нет. Если попросить и что-то сгенерировать, он все равно сгенерирует что-то популярное. Ну то есть, да, чтобы оно как бы зашло в алгоритмы. Ну да, даже нет, то, что то, и генерирует то, что больше всего как бы в него вливается. Да. Да, то есть на чем он и обучается, то есть вот что мы вначале говорили, на чем он обучается, на том он. Вот меня вот один момент интересует. Допустим, на моих треках я обучался, скажем, и любой может заполучить часть моей композиции, получается, как я докажу, что вот это моя песня, но... Ну или кусок из твоей. Да. Ну, я думаю, это вот... Или мой голос зазвучит вдруг. Ну, здесь, получается, твой голос должны синтезировать, да. Но да, это действительно хороший момент. Мы сейчас, опять же, столкнулись с пробелом в законодательстве с правоотношениями человек-нейросеть. Да, здесь, конечно, пробел, но я думаю, что суды будут ссылаться на прецеденты именно в отношении гражданских правоотношений и защиты авторского права. То есть, если, опять же, ты докажешь, что эта песня была с тобой сделана, там, я не знаю, в 2023 году, а сейчас в 2026 году ты откуда-то ты этого не делала, а человек синтезировал твой голос, синтезировал инструментал подобный группе Tom Square, то получается он нарушил ваше авторское право. Здесь, да, конечно, в материалах дела можно фигурировать и нейросетью, но она не столько будет здесь в акценте будет стоять авторское право. То есть ты должна доказать, что это было до моя песня, она вышла первой, и она была зарегистрирована, и вот моя команда, и мы ее действительно сделали. То есть, опять же, все переписки, все документы, все соглашения, собрать большой материал дел, написать исковое заявление с определенными требованиями о компенсации, об изъятии украденного трека, компенсацию, я имею в виду финансовую, моральную, разные виды, либо об изъятии этого трека украденного, либо, я не знаю, какого-то публичного признание того, что этот человек действительно это сделал. Ну, в общем, разные абсолютно исковые требования могут быть, но защита авторского права, она происходит именно в большинстве случаев в суде. Да, конечно, с человеком можно мирно договориться, но, как правило, мирно, бывают случаи, но иногда люди, как правило, злые, потому что хотят себе что-то присвоить, чужое, хорошее, классное, и они не хотят это отдавать назад хозяину, и здесь уже нужно вступать в судебные правоотношения. Ну вот если говорить о местных музыкантах, находящихся в Абхазии, как им в таком случае поступать, если их права нарушили, куда обращаться? Да, вот, например. Ну, допустим, это сделал кто-то наш местный суд или... Местный суд именно с исковое, получается, исковое заявление о нарушении авторского права. Конечно, там есть описательная часть, в рамках этой описательной части вы можете упомянуть, что правоотношения вступила нейросеть, но акцент здесь нужно делать именно на нарушении авторского права. Вот. Именно такая защита. Потому что у нас есть очень объемный гражданский кодекс, у нас есть закон об авторском и смежном праве, и это действительно большое законодательство, и оно может вас защитить. Что касается именно правоотношений нейросеть-человек, здесь мы столкнулись с пробелами не только в Абхазии, даже вот в Российской Федерации мы видим, что творится на стриминговых площадках. Да. Да. Можно просто в конце, так скажем. То есть, получается, грубо говоря, даже сейчас
если не брать нейросеть, да, вот если брать просто вот то, что кто-то где-то что-то увидел, то есть и решил скопировать, да, вот у Салимы там, к примеру, даже если у нее есть авторские права, но человек находится, грубо говоря, даже не в России, там, а где-нибудь там в Европе там, или еще что-то. Потому что у Салимы, например, охват, он в принципе не только по Абхазии там, и по России, а он в принципе и такой западный. То есть западные слушатели, довольно большая масса есть. Как с этим быть? То есть какая подсудность? Вот Салима знает точно, допустим, что вот ее трек, в общем, скоммуниздили. Вот. Но это произошло где-нибудь в Европе. В суд подать исковое заявление, это понятно. А как это будет решаться? Примерно хотя бы. Надо смотреть, допустим, тот человек, который украл эту песню, допустим, он ее загрузил на какую-то стриминговую площадку, или что он с ней делает. То есть, если он ее загрузил на стриминговую площадку, надо писать требования, жалобы конкретно этой площадке. Если он ее для себя как бы использует, надо разбираться конкретно с этим человеком. Если он вообще не признает, не хочет это. Стриминговая площадка, это же ведь не суд, правильно? То есть вы говорите, что вот это через Нет, суд я имею в решается. виду, что сначала надо, и если, допустим, есть возможность не доводить до суда, надо сначала все равно мирно вести как-то переговоры. Но если стороны совершенно не хотят понимать, нужно идти в суд. И здесь получается, что необходимо привлекать уже как международные инстанции, потому что вы говорите о Западе, и ввиду этих санкционных ограничений сделать, допустим, это будет достаточно проблематично, но нужно подключать именно международные суды и доказывать, опять же, во всем этом порядке, собирать все эти документы. Я могу пример привести. Получается, это было в России, это до вообще появления нейросетей, но все равно, почему нет, подходит по теме. Там, получается, какая-то французская группа, я забыла, как ее, Space, по-моему, они предъявили иск Филиппу Киркорову о том, что он украл в своей, значит, песне «Как она, жестокая любовь» или что-то такое, буквально припев или почти весь инструментал его группы. И там миллионы было исковые требования. Получается, что получается здесь что? Франция и Российская Федерация. Вот такие вот идут судебные правоотношения. Получается, что адвокат этот Добровинский, он доказал, что на самом деле там было использовано всего 5 нот в его композиции, а можно 7. И, в общем, он, получается, спас его от миллионных исковых требований. Но я вот о чем, что да, это нужно решать в судебном порядке через международный суд. Если есть возможность не доводить до этого, поговорить с человеком или поговорить с площадкой, то да, лучше любой конфликт не доводить до суда, а решать мирно. Но если не получается, то уже надо идти в атаку. Тут и народная глазка нужна, как бы интернет существует. Да, то есть говорить, ругаться об этом в сторис нужно, потому что сейчас это действительно действующий инструмент, который может менять общественное мнение. И поддержку. Как будет выглядеть исковое заявление, прям, если, допустим, ладно, если оно Россия, должно быть ладно, легализовано, а да. если, легализовано, ладно, то есть из России там во Францию можно, из Франции в России по принципам там, Россия признанная всеми там страна. Вот интересно, как вот именно в Абхазии это будет выглядеть. Вот я подаю, допустим, в суд, там, куда-нибудь в Европу, там, и прошу, типа, суд, там, через Верховный суд запросить там как-то что-то, типа, в Европе, вот интересно просто. Ну, я думаю, какой смысл этим заниматься? Я думаю, раз уж заявление есть, то там уже не принципиально. Но, знаете, вот если представим такую ситуацию, какой-то крупный исполнитель, но он позаимствовал идею у какого-то ноунейм артиста. В таком случае, как бы у него больше влияние, больше влияния, больше денег, да. И крутые адвокаты. Как такой... Да. Это уже вопрос не о чем-то легальном, а скорее как бы вот
кто круче, и кто круче может как бы закон в свою сторону повернуть. Ну, это уже вопрос бюрократии, а так, если судить вот реально по закону, то получается, что, я не знаю, иногда инструменты бюрократии работают, иногда добро восторжествует, да, и иногда Хочется действительно верить в это. что-то, ну, знаешь, иногда все-таки бывает так. Ну, в таком случае как раз и народная глазка могла бы сработать в пользу такого артиста. И как бы люди сами, увидев такую ситуацию, стали бы его поддерживать, отменять того исполнителя. Ну, были же как бы, да, вроде как довольно много таких вот историй судебных Давид против Голиафа. Когда кто-то такой мелкий, неизвестный судится с кем-то крутым. Да, то есть вот опять же, не всегда Голиаф выигрывает. Next question. Какой, может быть, ты в курсе, самый абсурдный или прецедентный судебный кейс в музыкальной индустрии вообще происходил за последнее время? Вот какая-то вот такая вот ситуация, которую везде обсуждают. Можно я скажу? Да. Короче, я забыл точно вот имя артиста, ну, короче, все знают песню Ice Baby, и то, что она полная, типа, там вот главная тема скопирована вот, типа, у Дэвида Боуи. We sampled them from him, but it's not the same bass line. И там, короче, этот тип вот в суде буквально говорит, мол, типа, нет, ваша честь, типа, вот, Under Pressure, она идет, типа, пум-пум-пум-пуру-пум-пум, а моя песня идет, типа, пум-пур-пум-сара-пум-пум. Totally different. It's a rap song. It doesn't sound anything like theirs. We sampled them from him, but it's not the same bass line. Like it goes ding 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 diggy ding ding, ding 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 diggy ding ding, ding ding ding. That's the way theirs goes. Ours goes ding 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 diggy ding ding, ding 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 diggy ding ding. That little bitty change. It's not the same. I hate talking to people like you. It's not the same. Это не одно и то же. Вот так, если смотреть, везде все артисты друг у друга что-то берут. Чем кончилось? Я думаю, у нас очевидно он проиграл, но я вот не вдавался в подробности. Вообще, как будто реально все копия, копипаста вот реально такое. Вот. Да. Йоганн Себастьян Бах, сколько бы отсюда. Ой, это точно. А я бы хотел спросить, вот вы, получается, работаете в таком классном аппарате, очень важном, нужном, то есть вы, в принципе, с детьми постоянно связаны. Музыка группы, допустим, да, и посыл вот группы Tom Square, да, вот как вы считаете, для детей, для детской аудитории, там, к примеру, какие плюсы, какие минусы, вот, по вашему мнению? Для детей, для подростков. Вот, да, я по образованию не психолог, и так проанализировать с этой точки зрения я не могу, и за всех детей тоже ответить не могу, но я скажу за себя. Я, когда была подростком, я сама обожала панк-рок, альтернативный рок, инди-рок, и я все эти жанры, я их слушала, я вообще не слушала ничего, кроме вот этих всех жанров, и спокойно я добавляла, скачивала, я очень любила, я и сейчас люблю, и эти жанры продолжаю слушать музыку в данном направлении. И, вероятно, из-за этой любви к этим жанрам мне нравится ваша музыка, да. И я желаю вам, чтобы вы все больше и больше набирали оборотов, потому что действительно вы первый панк-рок на абхазском языке, это очень круто. Спасибо, что вы не сдаетесь, делаете это. Я желаю вам большего направления, оборотов. Что касается вот меня, если бы вот меня спросить, я не знаю, там в 12-13 лет, что я бы услышала, допустим, вашу музыку, как бы она на меня повлияла, я думаю, либо никак, либо положительно, я бы вас скачала или куда-то добавила, потому что, я не знаю, я за себя вот скажу. Может, какому-то ребенку, что-то он скажет, другой комментарий, я не знаю. Здесь дело вкусов, и здесь все очень субъективно, вот, и, как-то вот так вот я отвечу. Спасибо большое. Это такой момент. Люди в начале 2000-х, это там в начале 10-х годов очень сильно любили поспекулировать на тему о том, как музыка влияет на молодежь. Но в итоге наука дала простой ответ.
Никак. Ну, вот да, как я вот и Ну да. сказала, то есть здесь надо быть проще, то есть раньше спекулировали музыкой, сейчас спекулируют, что все в этих все болезни мира у ребенка, что есть, это все из-за телефонов. Ну да. Это из-за телефонов, из-за Роблокса, из-за Майнкрафта и так далее. То есть разные эпохи, разные спекуляции, разные да. родители, бумеры, зумеры, миллениалы, поколения. Так что это все вот из-за этого и А связано. как ты думаешь, что объединяет все вот эти поколения? Какая-то черта, которая есть в каждом? Это и отцы и дети Тургенева. Вот. Ну. Мне кажется, это есть в каждом, это будет в каждом, и мне кажется, это всегда будет. Не имеет значения, как мы не разовьемся в технологиях, в своем уровне жизни и так далее. Вот эта тема с отцами и детьми, мне кажется, будет всегда. Да. И вот эта вот цепь, которая нас объединяет. Да, справедливо. Как ты видишь ближайшее будущее в Абхазии, ну, скажем, лет 5 в области искусства, творчества? Как, в какую сторону это может развиваться? Я думаю, оно очень активно В будет лучшем. развиваться. Буквально у нас на вот этой неделе, в среду или в четверг, у нас в первом слушании парламента был принят закон о креативных индустриях. И мне кажется, это настолько большой, просто масштабный шаг в развитии креатива, искусства, СММ, блогинга в Абхазии. Это как будто новая кровь дыхания. И мне кажется, что прям за эти вот 5 лет ты обозначила, это, ну, мне кажется, это очень будет прям такой прорыв. Очень новая кровь будет, мне кажется, в этом направлении в течение 5 лет. Раз уже законотворческий орган принимает соответствующие законы, значит, это очень хороший знак в этом направлении у нас развивается. Короче, какой-то свет в конце тоннеля наконец-то Ну, замаячил. может, нет, ну да, можно так смотреть. Это как полон или пуст стакан наполовину, что-то в этом роде. Что ж, Спасибо, что были с нами. Спасибо тебе. Было классно. Спасибо вам за приглашение. Всегда открыто. Спасибо вам. Пока-пока. Пока-пока.